Мне кажется, методы воспитания детей можно разделить просто на две категории. Все, что делается из любви, и все, что делается из эгоизма, я бы так сказала. То есть где-то мы делаем что-то, потому что нам так удобнее, родителям, а где-то потому что это делается для них. У нас в семье принято считать, что у меня самый ужасный характер вообще из всех детей. Ну, я еще самая младшая, избалованная. Меня запрещалось бить вообще. Ну, за что я очень благодарна. Я не представляю вообще, что было. Меня бы это сломало, например. Я просто ненавижу, когда я вижу, как родители просто по жопе шлепают детей. Я считаю это неприемлемым. И крик тоже. Крик это почти то же самое, что и удар. Просто он по ушам, по психике. Крик. Я никогда на детей не кричу. Я могу просто чуть-чуть повысить голос, чтобы это построже, поубедительнее прозвучало, чтобы ребенок немного остановился и понял, что я серьезно говорю, да. Ну, ни в коем случае не крик вообще. У меня один брат, получается, он старше меня на 4 года. Мы с ним очень сильно цапались, вообще страшно в детстве. Просто как кошка с собакой. Я помню момент, когда я за ним погналась с топором для мяса или для чего. Я прям гонялась за ним по дому. По-моему, меня или папа меня остановил, или мама. Я была в ярости. Я не знаю, что бы я сделала. Что-то он меня так довел. Ну и я тоже. Короче, друг друга мы доводили. Сейчас спокойно. Можем иногда на чем-то поспорить. Вот. Но в целом как-то выросли, и не о чем уже спорить. Очень разные, бываю очень разной. Я бываю очень строгой, холодной бываю. Бываю очень теплой, очень дружелюбной. Думаю, что я гораздо ранимее, чувствительнее, чем это может показаться, и теплее, гораздо теплее, чем это может показаться по соцсетям. Там обычно на фотографиях я гораздо серьезнее. Вот. И так меня можно задеть, на самом деле ранить. Я могу это просто не показать, уж тем более в соцсетях. Относительно недавно с блогером из Аша. Вот. Ну, он простой парень. Вообще никаких претензий к нему нет. Я понимаю, почему он там так думает. Приехал Костя, потому что моя подруга, она зашла в прямой эфир, офигела просто от моего состояния. Ну, у меня было в тот день плохое состояние моральное. Вот. Она увидела, срочно названивала Косте, чтобы он срочно приехал, остановил это. И так это смешно получилось, боже, что я там что-то разглагольствую про то, что там женщина сама решает. И приходит муж с таким суровым лицом, вырубает. Вообще прикол. Классно получилось, но я очень благодарна, что он остановил, потому что у меня там вообще уже какая-то истерика началась. Мне так стыдно потом было на следующий день за это все. Близких, друзей, вообще людей, которым я доверяю, я думаю, да. Ну, не так, конечно, не в десятках, ну, достаточно. Мне кажется, 7 или 10 человек точно есть в окружении, которым я очень доверяю. А уж совсем такие близкие подруги, их, наверное, 3 где-то 3 близкие подруги, ну и муж. Мне кажется, муж у меня самый такой, самый близкий, самый лучший друг, который меня вообще в самых разных состояниях видел. То есть с ним вообще не нужно никаких масок, никаких прелюдий в разговорах. Все просто я и просто он. В этом плане классно, мне кажется, это настоящая дружба. Вообще, мне кажется, в браке основой всегда должна быть дружба такая. У мужа нет папы, он вырос с мамой и с бабушкой своей. Бабушка это вообще такая женщина невероятная. Она уже, получается, прабабушка нашим детям. И знаете, больше, чем мама мужа, больше, чем моя мама, она провела больше времени провела с нашими детьми. И она такая, все знает. И не так, что нет, по-моему, сделаю так правильно. Она просто советует,
И мы прислушиваемся, и действительно хорошо все получается. В общем, мы оба и работаем, и оба с детьми, и по дому оба. Вот. По мелочам где-то, конечно, то, что, я не знаю, ну банку открыть там, или что-то по электричеству, это, или починить, это, конечно же, он. Вот. Готовкой больше я занимаюсь. Ой, ну я люблю делать иногда салат мимозу, там, где и яблоки, и рыба. Я вот рыбу ем. Там яблоки, рыба, ну, конечно, такой супер майонезный салат. Еще супер майонезное блюдо есть, тещин язык называется, знаете. Баклажаны жареные с яйцом такие, и между ними язык сам, помидор и много чеснока. Вот что-то такое вот чесночное я люблю. Оба разные. Сын очень такой шебутной, волевой, громкий. Он гораздо более эгоцентричный, чем доча. Доча гораздо спокойнее, послушнее, мягче. Как-то так получилось. Я вот списываю это отчасти на то, как прошли роды. Вот правда, во время первых родов я так офигела от того, что это такое. Я вообще не ожидала такого ужаса. Я ходила там на всякие курсы, читала всякие книги, где там это все так рассказывается, вообще, не знаю, священный ритуал, там, блин, я не знаю, слияние с космосом, там вдох и выдох, и ты там в раю. И наступает момент, и просто матой рекой все ненавижу. Вообще там какой там космос, это был такой ад, это был самый... Я же еще дома рожала, вот я была дура такая, я там начиталась, что у нас в больницах жестоко. Ну, это, конечно, есть, но не настолько все критично, чтобы рожать дома, честно. Особенно первые роды. В общем, 11 часов подряд я, получается, проживала схватки дома, в зале вот с мужем бедный, который уже там вообще в белой горячке мне тер эту спину, свечи там зажигал разные, господи, под какие-то индийские всякие там эти, блин, ужас. Потом мы с полным раскрытием мчались в больницу, и слава богу, что это произошло в больнице, потому что ребенок еще шел с рукой возле головы и 4 кило весом. Короче, вообще сумасшедший дом. А с дочерью, ну, совсем это по-другому было. Мы с мужем спокойно уже заранее обо всем договорились, были в палате, танцевали, мы смеяли. Вот между схватки я вот реально просто сосредоточенно дышала, проживала спокойно, без истерики. Вот. Между схватками мы смеялись, танцевали по палате, ходили. И так прекрасно было. И это вот проявляется, где-то я вижу в сыне очень много бунтарства такого, вот сопротивления бывает. А у дочери как-то у нее все так мягко. Вообще все началось с того, что у меня была выставка в 2016 году, первая выставка. И я решила заработанные деньги с картин в тот раз отдать, в общем, деткам. Вот. И об этом написали. Но написали просто, как вот есть девушка, 20, ой, сколько, или 18, не помню, сколько мне было, вот она вот так вот сделала. Причем я не просила вообще, я не просила об этом писать. И тогда в Фейсбуке, я помню, в комментариях кто-то написал, что это дочка Атамбаева. Вот. И это подхватили журналисты и люди, и вот тогда начался такой кипиш. Я помню, мне от этого было очень плохо. Мне от этого было максимально просто плохо, потому что, сколько я себя помню, я всегда избегала того, чтобы кто-то говорил про мою принадлежность вообще, ну, к такой семье, да, особенно в школе. Помню, это было очень болезненно для меня. Я всегда ходила по стенке, всегда тише всех. Я не знаю, я вот пытаюсь сейчас объяснить, почему это было так болезненно. Особенно, когда охранников приставили, и я от них там убегала, что-то я не делала, блин, ужас. Ужасная там история, на самом деле, до сих пор иногда стыдно вспомнить, как я могла рассердиться на охранников, что они там поставили какой-то контроль мне на телефон. Самое ужасное — это зайти случайно в комментарии, или не случайно, просто в порыве, вот, и увидеть там что-нибудь вроде: «Боже, сколько она вам заплатила, что вы ее постоянно вытаскиваете». Как
как-то надоело, блин, я наоборот думаю, боже, короче, да, бывает как-то обидно, как ребенок могу такую вот просто вот детскую обиду от несправедливости какой-то почувствовать, но никогда не покажу. И даже, особенно вот у себя на странице, я стараюсь всегда максимально вежливо, максимально нейтрально отвечать, как будто бы я мудрец, постигший нирвану, и на все я смотрю исключительно объективно. Очень стараюсь, но бывает обидно. Есть разные мнения насчет того, нужно ли художнику образование. Я вообще его, вот, честно говоря, получала для галочки, потому что родители более консервативны на этот взгляд, да, они считают, что диплом обязательно должен быть. Я, конечно, считала по-другому, не знаю ни одного художника, которому диплом пригодился, но я только рада, потому что когда ты делаешь ту же самую абстракцию, что-то совершенно там из рамок вон выходящее, все равно это выглядит более серьезно, когда ты знаешь, что у художника есть диплом о высшем художественном образовании, то есть он умеет, он владеет техникой, и если он захочет, он может сделать самый стандартный натюрморт или портрет, а значит, он выбирает эту абстракцию не из-за того, что он не умеет. Но мне кажется, все равно при трудоустройстве это где-то играет роль, даже если у тебя вообще в другой области диплом, все равно это какая-то такая галочка ставится где-то. Да такого нет на самом деле, чтобы вот я думала, что так вот надо будет мне через полгода что-нибудь такое сделать, чтобы всех удивить. Вообще такого нет. Как-то захотелось, допустим, украшения представила. Как-то сложно найти вообще в магазинах украшения, которые мне нравилось бы. Вот я люблю что-то такое невычурное, я не люблю все эти бесконечные стразы. Или вот, ну, что-то обычно моя мама мне дарит, у нас разные вкусы, что-то такое вот цветочек, внутри цветочка там бусинка, вокруг бусинки там 5 бусинок, такое вот, ну, не очень люблю. Подумала, прикольно было бы что-то вот по своим мотивам сделать, и сделала. Наверное, из этой серии самое любимое мое украшение — это хорошо и плохо. На одном ушке такое хорошо, на другом плохо, ну, прям... Это просто максимально концептуально носишь, и как напоминание себе о том, что все очень иллюзорно, реально. Ну, блин, мне не нравится идея предопределенности судьбы. Мне не нравится эта идея, какое-то чувство обреченности она прям создает, честно говоря. Конечно, все в наших руках, но вместе с этим, ну, я верю, что какие-то вещи не просто так происходят,